Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Объем финансирования сельского хозяйства в Якутии превысит 15 миллиардов рублей. Основные усилия направят на выполнение задач по развитию местного производства и туризма. Мероприятие, которое может стать доброй традицией, яркий и неповторимый конкурс прошел в Оymяконском районе. Ориентир духовно-нравственного развития народа. Союз писателей Якутии отмечает 90-летие. В Алтумене рассмотрели изменения в полномочиях местного самоуправления в сфере агропромышленного комплекса. Районы Якутии смогут выбирать приоритетные направления развития сельского хозяйства по 14 видам. Среди них появилось и новое направление – финансирование, выделение субсидий малым инвестпроектам, строительство живкомплексов до 50 голов, канибаса, илыков и картофелехранилищ объемом до 200 тонн. С принятием новых изменений средства на их реализацию будут выделяться в рамках субвенции местным самоуправлением. В декабре несколько категорий россиян получат повышенную пенсию. Так, фиксированную часть пенсии на 8 тысяч рублей увеличат людям, достигшим в ноябре возраста 80 лет. После повышения ее размер составит 16 269 рублей. Также фиксированная выплата в 2 раза будет увеличена при установлении инвалидности первой группы. Но если инвалид первой группы достигает 80-летия, прибавка будет назначена только 1 раз. В средней школе села Дорожников «Теплый ключ» Тампонского района ветеран боевых действий СВО Анатолий Тарабукин провел урок мужества «Время правды». Подробности у наших коллег. Ветеран боевых действий СВО Анатолий Тарабукин на защиту Родины ушел добровольцем. Во время выполнения боевых задач был ранен, награжден медалями за доблесть и отвагу, а также орденом мужества. Анатолий – выпускник Хандыкской средней школы, горно-геологического техникума, курсов оператор БПЛА Якутского колледжа связи и энергетики. Он начинал свою работу оператором беспилотных летательных аппаратов, затем был назначен командиром отделения. У нас с Хандыком не я один, скажем так, ветеран боевых действий. По большинству привлекающего народу, и я сегодня был, и дети, в принципе, задавали такие интересные вопросы, скажем так, и как они подготовились, оделись в военную форму, все представления сделали. Очень приятно, на самом деле, их поздравления. Школьники отметили, что им было очень интересно общаться с очевидцем событий и узнать подробности из первых уст, задать собственные волнующие вопросы. На роликах они своими глазами увидели условия службы и проживания солдат, прочувствовав все тяготы защитников на передовой. Мне очень понравилось мероприятие, которое провел нам участник СВО. Я очень вдохновлена то, что он к нам приехал. Я в первый раз его в жизни увидела. Он нам рассказывал, как он воевал, видеоролики показывал. А еще я знаю, что некоторые участники нашей школы, которые выпустились, тоже добровольцами пошли на СВО. С ребятами также встретились социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Нина Стенина, старший методист управления образования Надежда Слепцова. В ходе урока приглашенные и школьники почтили память погибших воинов-земляков СВО минутой молчания. Активисты детского движения «Юдор» продекламировали проникновенные стихи, посвященные простому солдату. Президент школы Василиса Москаленко передала военнослужащим обереги и письма с пожеланиями мира и добра. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Аллею Героям России торжественно открыли во Владивостоке. Памятники возвели в 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты. Среди увековеченных героев оказался Дмитрий Егоров из Сунтарского улуса, известный под позывным «Сунтар». В этот день прибыли на церемонию его родные и близкие. Участие в церемонии также приняли глава Владивостока Константин Шестаков и губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Для морских пехотинцев организовали концерт ансамбля из Камчатского края «Адмиральский час». Чувство глубокой гордости за принадлежность к данному роду войск, так как и мой отец в нем служил еще в 390-м полку морской пехоты. И я, получается, как продолжатель традиции, династии офицерской и традиции морской пехоты, всячески стараюсь для того, чтобы наше соединение и наши бойцы, находясь там, ни в чем не нуждались. И мы здесь были надежным тылом, поддержкой, местом, где они отдыхают и готовятся.
В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» в Ямиконском районе прошел улусный творческий конкурс «Тепло моих рукавиц», на котором побывал и наш коллега Андрей Неустроев. Подробности далее. Насколько важна в Якутии такая деталь одежды, как рукавицы, знают абсолютно все. 20 мастериц, любительниц рукоделия из всех наслегов Ямиконского района приняли участие в конкурсе сшитых ими рукавиц. Выполненные работы разделили по номинациям. Рукавицы, сшитые по традиционным методам предков, рукавицы в современном стиле, рабочие рукавицы. Участвовали очень много швей со всех наслегов Улуса. И мы встретились, пообщались, научились, посмотрели, как люди шьют другие, и очень было все интересно. Это очень хорошее мероприятие. В таком духе надо продолжить, потому что шитье из наших предков передано нам всем. Пусть такие мероприятия еще будут в дальнейшем. Конкурс получился ярким и неповторимым. Наверняка он станет доброй традицией, ведь конкурс нацелен на сохранение и развитие традиционной национальной одежды и традиционных навыков шитья, развивает фантазию и мастерство. После проведения в нашем районе эссе Халонхо многие мастерицы вдохновились идеей возродить старинные способы искусства шитья. Они решили объединиться, чтобы обновить полный комплект национальной одежды. Светлана Поцелуева, Галина Петрова, Андрей Неустроев, Ямиконский улус. В Амге прошло ежегодное улусное профилактическое мероприятие среди несовершеннолетних «Ударная волна». В этом году участие в нем приняло более 100 ребят. Конкурс проводится в 15-й раз в целях ориентирования школьников на здоровый образ жизни, профилактику правонарушений, а также для важности ведения ЗОЖ в становлении личности человека. В мероприятии приняло участие 15 команд из 18 школ района. В данное время на территории Амкинского района зарегистрировано одно преступление среди несовершеннолетних. Также состоит на профилактическом учете 29 несовершеннолетних. В этом году решили проводить в формате квиз-игры. Данное мероприятие в целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Учат соблюдать законы, знать права, что делать в таких ситуациях. Если потеряла что-то, нужно дать полиции и т.д. Очень хорошее, отличное. Хотелось бы больше таких соревнований. В Поспредстве Якутии в Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения выдающегося государственного политического и общественного деятеля, одного из основателей якутской автономии Степана Аржакова. Отметить славный юбилей приехала большая делегация из Вилюйского улуса. 20 век принес Якутии целую плеяду выдающихся общественных и государственных деятелей, среди которых Максим Амосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов, Степан Аржаков и их соратники. Именно благодаря их усилиям и самоотверженной слаженной работе в 1922 году республика обрела государственность. Открывая торжественное мероприятие, заместитель председателя правительства республики Андрей Федотов отметил важность вклада Аржакова в развитие республики и его значительное влияние на политическую жизнь страны. Его имя в одной строке с Амосовым, Аюнским, Бараховым и Васильевым стало символом гордости и единства народов, которые вместе с ним продвигали Якутию к светлому будущему. Первым представителем нашей якутской тогда еще области был именно Степан Максимович Аржаков, потому что он работал в Наркомнатце и именно занимался вопросами Якутии. Кроме того, что он готовил документы по учреждению Якутской автономной республики, он также занимался вопросами развития, снабжения, вопросами развития печати. Все, кто руководил нашей республикой во все времена, в разные непростые ее этапы, отличает всех одно неизменное качество. Это настоящие патриоты. Это люди, которые безгранично любили свою родину и свой народ. И они навсегда останутся в нашей памяти, и они всегда будут считаться теми, кто обеспечил сегодняшнее развитие нашей республики.
С основным докладом выступил глава Вилюйского района Сергей Винокуров. В своей речи он отметил, какую работу проделал Степан Аржаков для своей республики и с какими трудностями ему пришлось столкнуться на своем пути. Сергей Николаевич также уделил большое внимание семье Степана Максимовича, его жене и детям. Он еще раз подчеркнул, что вилюйчане чтят и помнят своего выдающегося земляка. В этот день среди гостей были и родные политдеятеля. Приветственное сообщение от сына Галилея Аржакова было услышано с особым вниманием. Также участие приняли родной правнук Михаил Аржаков и внучка Юлия Усик. Отметим, что дочери Степана Аржакова Аида и Клара Аржаковы долгое время жили в Москве и активно участвовали в жизни якутского землячества. Прадедушка был действительно уникальной личностью, хоть и не дали ему долго пожить. Дети его всегда чудесно вспоминали, бабушки, дед Галилей. Хотя жизнь у него достаточно сложная, у них была. История интересная, это история семьи, чего-то читал, чего-то изучали, архивы, записи поднимали. Мы живем в Подмосковье с семьей, у меня жена, дочка. Дочка заканчивает школу, жена сейчас заканчивает аспирантуру МГУ. Я занимаюсь подводным плаванием, почти профессионально. Каждый юбилей отмечается. Очень приятно, что Якутия не забывает, собственно, про дедушку. Завершив мероприятие, участники единодушно подчеркнули, что память о Степане Аржакове должна навсегда остаться в сердцах благодарных потомков, становясь примером для будущих поколений, стремящихся к процветанию своей родной земли. Дарья Короленкова, Александра Хабычарова, Якутск, Москва. Союз писателей Якутии отмечает 90-летие. У истоков создания творческого объединения стоял известный писатель Платон Аюнский. Именно он в 1934-м был первым председателем Союза писателей Якутии. В разные годы Союзом руководили народные писатели. Братья Семен Сафрон Даниловы и Наталья Харлампьева. Творческий союз – ориентир духовно-нравственного развития народа. Он сохраняет и пропагандирует богатый якутский язык, а также является крепкой основой дружбы народов. Сейчас в Союзе писателей состоит 69 талантливых людей, из них 7 человек – это народные писатели. Нашими друзьями являются писатели из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана. И у нас много издательских проектов. В том числе в этом году мы издали антологию детской татарской литературы. Это уникальное издание, где включены 35 авторов, поэты и прозаики. И думаю, что это будет очень хорошим подарком для якутских детей. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире.